постановление 5-го Всеказахского съезда 11 апреля в городе Оренбург. Да? Ну, во-первых, они переименовали город Кировск казахский в город Кызыл-Орду, Красную Орду. Да? И 16 пункт постановление имени казак за киргизской национальностью. Для восстановления исторически верного имени киргизского народа 5-й Всеказахский съезд постановляет впредь именовать киргиз казаками. Пятый Всеказахский съезд. То есть теперь киргизы стали казаками. А там, вот я в Алмате жил 10 лет. Алмата город верный, казахская столица. Там все города были казаками. Мы видим у Ремезова, да, казачья Орда. И город Бухария, там везде в городах живут казаки. А дальше смотрите. Постановление Центрального комитета Казахской АССР. Казахской АССР, он в то время назывался. Вот его подписали Исаев, Джуманбаев. Для более правильного произношения на русском языке слова «казак» и в соответствии с казахским произношением этого слова переименовать букву «Х» на это. А что было такое слово «казак», вот такое? Я такое пират. Но они на латинском написали, видишь? Это вот реально постановление. Вот карта до 1936 года, вот видишь здесь, казахская, через «к», казахская. Вот, смотри, перепись народов населения. Первая перепись всех народов России сделана Николаем II. Азия. Здесь переписывался какого языка, какого племени. Каждый сам заявлял. Значит, в Средней Азии заявлен только киргизы и киргизский язык. Казахов ни одного не заявлено. Отсутствует. То есть, а это самостоятельно люди заявляли. То есть они себя не считали казахами. И слова такого никто не знал. Единственное, где я нашел слово «казах», был такой список народов, проживающих в Российской империи, да, и там вот есть, смотри, 42-й народ, казахи, древние косоги, небольшое тюркское племя, занимающееся скотоводством, исповедь магометянская, в Елизаветпольской губернии. Это Грузия, Закавказье, Елизаветпольская губерния. То есть там жили казахи, ну, в скобках косоги. В Средней Азии нету их. То есть в 1936 году, представляешь? По переписи 1100 или... Да, 1100 человек все. Ну, там в Грузии этих племен, каджары, все, их там много было. Елизаветпольская. То есть там каждое племя себя сам называло, имело название.